Опасный вирус, который не щадит ни детей, ни взрослых, врачи по-прежнему задают риторический вопрос: что страшнее, болезнь или прививка? Многие родители осознанно и ответственно подходят к этому вопросу и приводят своих детей на вакцинацию, понимая, что только так можно обезопасить их от полиовируса. Массовой прививки против полиомиелита. Нет другого спасения, кроме вакцинации. Прививка есть кахицун, и еще сроки соблюдать вовремя, хаичи защищенных от добирж. В прививочном пункте идеальная чистота. Вакцины хранятся, как и положено, со строгим соблюдением температурного режима. Для недоверчивых родителей здесь даже проводят полный экскурс. Комиссию алжмо хачибяна температурный режим хаж генератор мыштып вакцин мыштлат эйс прививка амалиячхан да хажи ампул да ер иштиша видите, температура соблюдается что до мечкетче не содар долж дышан али так что доверие войти деется до мамашиш разным бивенах до декабрь дукаба понятливо барыш ерертж. Врачи неустанно повторяют, что никакой опасности вакцина не представляет, а вирус полиомиелита может принести много проблем. Многие боятся, что после прививки у детей возникнут осложнения, но практика показывает, что процент таких случаев минимально низок. Есть 3 вакцинации, есть 3 ревакцинации от полиомиелита. 3 вакцинации проходят в 3 месяца, в 4,5 и в 6 месяцев. Затем в 1,5 года уже идет ревакцинация инактивированным полиомиелитом. Затем уже 2 ревакцинации ставятся получается через 2 месяца после первой ревакцинации и в 6 лет. Это уже живая вакцина капельки. Заболеть инфекцией может кто угодно, поскольку заражение происходит через грязные руки, поэтому основная группа риска – малыши до 5 лет, у которых гигиенические навыки еще не хорошо развиты. Инфицироваться этим заболеванием очень легко. Клинически протекает это заболевание как в принципе, как обычное вирусное заболевание, особенно как вот типа ротавируса, да, то есть там может быть жидкий стул, повышение температуры, может быть рвота, может быть просто проявление в виде там насморка и там слабости, головокружения, головных болей. То есть клиника достаточно разнообразна, но все-таки она больше все-таки к ротавирусной кишечной инфекции. На сегодняшний день в регионе зафиксированы случаи именно острого вялого паралича, поэтому по поручению главы Ингушетии Махмудали Калиматова провели туровую иммунизацию. По ее итогам привито более 65 тысяч детей, это более 90% от всего числа подлежащих вакцинации. Подхватить полиовирус можно как в детском саду, так и в любом общественном месте, где угодно. И для этого не обязательно контактировать с болеющим человеком. Только при правильной терапии и реабилитации удается достичь существенных результатов. Тем не менее, последствия полиомиелита остаются с пациентом на всю жизнь, приводя к инвалидности. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.